Вы смотрите передачу «Спортивная Ингушетия», и тема нашей сегодняшней телепрограммы – армрестлинг. Пожалуй, самый простой способ выяснить, кто сильнее. И самое интересное, что в этом виде спорта не бывает ничей. Всегда есть победитель и побежденный. Армрестлинг является одним из древнейших видов спорта, и несмотря на внешнюю простоту, он имеет много тонкостей и достаточно травмоопасен. Некоторые выигрывают благодаря необыкновенной силе, а кто-то за счет отличного знания технических приемов. А что помогло победить нашим рукоборцам на всероссийском чемпионате по армспорту, мы с вами узнаем у них самих после просмотра видео их выступления. Я вижу у вас новый зал, новая база по подготовке атлетов по армспорту. Расскажи немного об этом. Ну и сейчас мы вот месяц как открыли новый зал. Раньше мы на Зране работали, сейчас мы перешли в Магаз. Потихоньку сейчас начинаем работать, с ребятами работать. И в Магазе очень много молодежи, которые заинтересованы этим видом спорта. Вот потихоньку мы вот так работаем. Подготовку проводим. Впереди у нас чемпионат мира. Помимо этого зала, который отвечает всем требованиям для подготовки атлетов для соревнований любого уровня, что еще нового в жизни армспорта Ингушетии? Что я могу сказать? У нас в Владикавказе был турнир, сельский турнир был. Ребята там неплохо себя показали. Потом буквально месяц назад в Дагестане был турнир, очень такой серьезный турнир был. Там мастера спорта сильные, вот действующие чемпионы участвовали. Там ребята заняли первые места в 3 весовых категориях. Очень достойно выступили. И сейчас мы подготовку ведем к чемпионату мира. 12 октября мы должны быть в Анталии. Я надеюсь, ребята достойно выступят, очень в хорошей форме. В такой форме они еще не были. На мой взгляд, они на все 100% готовы. Расскажи поподробнее об этом турнире, куда они готовятся. Они же у меня чемпионат первенства России выиграли, первые номера. Сейчас они автоматом попали в сборную России. Это у нас будет в Анталии проходить чемпионат мира. Там в прошлом году там участвовало около 60 с лишним стран. В этом году также. И каждым годом ребята сами уже самостоятельно могут работать, даже без меня. Растут потихоньку. Я надеюсь, они достойный результат покажут. Пополняется ли количество занимающихся в других населенных пунктах, селах, городах Ингушетии? Как дела обстоят с развитием спортивных секций? Вот это хороший вопрос. В Очулках есть тоже наш ученик. Сейчас у него есть свои ученики, есть один, который Малороев. Сейчас на чемпионат мира едет. Вот они там работают, молодцы ребята. Но очень мало фоков, в республике спортивного зала много, фоков, а именно армспорта там мало. Вот сейчас в Алиюрте есть большой, и там молодежь такая здоровая, там видно, там ребята там. Хотелось бы там, чтобы помогли поставить тренера там. Есть один там парень, который есть желание работать. Хотя он обращался ко мне с этим вопросом. Если было бы побольше тренеров во всех районах, было бы больше спортсменов. И наши ребята, я знаю, там физические данные очень хорошие наши ребят. Природные данные есть. Желающих много. Были тут, с Галашки приходили ребята. И видите, далеко туда-сюда ездить. Желание пропадать потихоньку, они так прекращают ходить. Вот. Такой вопрос у нас есть. Хотелось бы побольше, чтобы тренеров было у нас по клубу.
Да, ты правильно сказал, что у нас много талантливой молодежи, ребят, у которых есть физические природные задатки. Но самое главное, у наших атлетов, спортсменов есть вот то, что необходимо в любом виде спорта, это дух, без которого победа просто немыслима. Хусейн, если, имея сейчас возможность, с чем бы ты мог бы обратиться ко всем любителям спорта, телезрителям, широкой массе? Ну, я хочу обратиться вот именно любителям армспорта. Да? Мы находимся в Магасе, будем с вами индивидуально работать, приходите в зал, будем из вас делать чемпионов. Армспорт – почти идеальный спорт для любого мужчины. Досмотрев нашу телепрограмму, вы со мной согласитесь, а заодно получите элементарные представления о технике схватки. Для армрестлера прежде всего важна техническая составляющая. Давить туда, куда надо, соблюдая правильное направление атаки и оптимальное положение тела. Исходя из технических нюансов и углов, формируется круг вспомогательных упражнений. Некоторые выполняются на блоках, являясь имитацией борьбы. Иные выполняются со штангой или гантелями в определенной биомеханике. А третьи, являясь ОФП, атлеты делают для формирования общей формы и поддержания оптимальной степени развития мускулатуры. В ингурском армрестлинге, казалось бы, в последнее время уже сформировалась команда. Однако все же находятся отдельные самородки, которые шокируют всех своими триумфальными выступлениями. Расскажи про этот чемпионат России, на котором ты стал абсолютным чемпионом. Как проходила борьба? Кто из соперников тебе оказал наибольшую конкуренцию? Ну, я тренировался в Кантышеве, и мне сказали, что в Ачулках есть хороший тренер Ибрагим Сагов. Там я пошел тренироваться, месяца 2-3 потренировался, и Хусейн Катиев сказал, что первенство России будет, ты можешь выступать, ты в хорошей форме. И я пошел там. И сначала я 90 килограмм был и гонял вес, 5 килограмм сбросил, на 85 хотел выступать на чемпионат России. И сказали, 85 нет, абсолютка есть. И в абсолютке я выступал. Там самый сложный соперник был из Красноярского края. Он был хорошим соперником. Но я победил в финале его. И полуфинале тоже был Красноярского края. И его тоже выиграл. Эта победа обеспечила тебе выход для участия в чемпионате мира. Расскажи, как ты к ней готовишься и с кем, считаешь, будет сложнее всего там тебе бороться? Ну, после чемпионата России я тщательно готовился в этом турнире. Но на чемпионат Европы мы не поехали, потому угроза была. И эти спортсмены с Красноярского края, они на чемпионат Европы первым стали. И я подумал, на чемпионат мира такие же соперники будут, как чемпионат Европы, и мне легче будет там выступать. Но в этом чемпионате мира я, кроме пятницы, каждый день тренировался усиленно с тренером. И посмотрим, что будет на чемпионате. Но там самым сложным соперником бывает спортсмен из Грузии. С Грузии и с Турции там бывают очень сложные соперники. Иншаллах, мы будем добиваться. И теперь самый главный вопрос, который меня интересует, и я думаю, всех, кто сейчас нас смотрит. Что тобой движет? Что является твоей самой главной мотивацией? Ну, это мой путь, который я выбрал. И я буду, иншаллах, добиваться этого. Но когда мне было 14 лет, тогда я занимался боксом. И смотрю, пацаны борются, армрестлингом занимаются. И мне интересно было заниматься. И вот тогда я начал заниматься армрестлингом. До сих пор я занимаюсь армрестлингом. Ну, это, я выбрал его. Это мой путь. И будем добиваться, иншаллах. Армрестлеры побеждают благодаря правильной технике и взрывной силе мышц.
Те спортсмены, которые успевают вовремя среагировать на команду судьи, сразу оказываются в выигрышном положении. Поэтому скорость реакции борцов на руках имеет решающее значение. Во время поединка рукоборцев работает все тело, начиная с ног и заканчивая пальцами. Вообще все виды спорта, какими бы простыми они ни казались со стороны, на самом деле умные. Потому что недостаточно работать только руками и ногами, но также нужно включать голову. Так дело и обстоят в армрестлинге. Тут не просто передавливание на силу, тут еще идет тактическая работа, стратегический подход. И у кого, как не у нашего чемпиона мира среди рукоборцев, интересоваться про секреты армспорта. Скажи, что самое главное для победы, что является залогом успешного выступления? В армрестлинге самое главное физика. Вот, естественно, железами работать и связки укреплять. После физики идет у нас связка полностью рук. Потому что если связки ты не будешь лечить и укреплять, естественно, рука, насколько ты не силен, она не слушается. Вот. Из-за этого что пальцы, что кисти, что предплечья, их надо индивидуально готовить. То есть проработка идет всей руки? Да. Пальцы, кисти, ну, естественно, предплечья. Допустим, если у тебя силы много, но у тебя пальцы не работают и кисти слабые, это уже ты не сможешь выиграть. Потому что связки, оно очень много роль играет. Я наблюдал на соревнованиях, когда часто такие моменты, когда рукоборцы, подходя к столу, кричали. И во время выступления кричали. И, ну, понятное дело, по завершению, как правило, победив, тоже издавали такой боевой клич. Это как-нибудь помогает? И вообще, что это? Это, естественно, эмоции. Конечно, это помогает, это, скажем так, восстанавливает спортсмена. Если когда подходишь к столу, кричишь, там, прыгаешь, что все, ну, это все, как бы, скажем так, восстановление. Ну, естественно, после выигрыша это, считаю, что то есть, радость. Можно ли этот крик расценивать еще как некую психологическую атаку? Может быть, на новичков в этом виде спорта это может подействовать? Я, честно, когда я выступаю, я не обращаю на это внимания, что он кричит, он прыгает. Это моя задача – выйти, выиграть. И я на это не обращаю внимания. Сам я этого не делаю, честно. Я читал в спортивных источниках, что кое-какие изменения внесены в соревнования по армспорту. Расскажи об них поподробнее. У нас до 2016 года были одни правила. Вот в 2017 году и в 2018 году они изменили правила. Чуть сложновато, там много правил изменили, и нам приходится здесь дома дорабатывать, и в зале ребятам тоже, естественно, первый раз, когда ты занимаешься и тренируешься с одними правилами, а приходишь уже другие правила, естественно, это тяжело перестраиваться. Но, алхамдулилля, мы это все убираем, эти лишние моменты, и подходим правильно. Расскажи поподробнее, в чем изменения, в чем существенная разница? Старт. Раньше был у нас ready go. Сейчас они могут сказать и ready go, и go. Это раз. Второй момент. Раньше с подлокотника, когда рука чуть-чуть слезла, но не обращали на это внимания. Сейчас сантиметр отрыва от локтя, он уже считается one fall. Это второй one fall, это считается two fall проигрыш. Вот эти моменты. Отрыв второй руки от этой ручки тоже раньше они не обращали на это внимание. Вот эти мелочи они стали на это обращать внимание и дают фолы. Естественно, второй фол считается проигрыш. На эти моменты ногу тоже нельзя. Раньше можно было отрывать ногу, сейчас тоже ногу нельзя отрывать. Естественно, спортсмен забывает, раньше не так было, а сейчас и получаем мы часто фолы. Ну, над этим мы работаем.
Я думаю, все эти изменения – это только на пользу. Почему? Потому что ужесточаются правила, и это ведет потихоньку к тому, что этот вид спорта становится официально признанным на международной арене. Он и так имеет большую популярность, но до сих пор еще не включен в программу Олимпийских игр. И я думаю, это еще один шаг, чтобы его приблизить туда, потому что должно быть четко регламентировано, все должно быть соответствовать всем этим нормам. Вот с этими изменениями правил как-нибудь ваша методика подготовки изменилась? Вы внесли что-то новое в тренировочный процесс? Конечно, под этими правилами мы, естественно, работаем и убираем эти все ошибки. Допустим, для меня вот эти изменения, я быстро их ловлю, и для меня это как бы не проблема. Вот юниорами приходится над этим много работать. Ну, естественно, мы работаем и каждую тренировку отрабатываем именно вот эти моменты. Ну, я уже надеюсь, что нормально уже последнюю тренировку мы без замечаний ребята все сделали, тренировки нормально пошли у нас. И самое главное, то, что меня интересует, и я думаю, большую часть нашей аудитории, это предстоящий чемпионат мира, куда готовятся наши ингушские атлеты. Скажи, в какой форме они подходят туда? Каковы их шансы? И вообще, что ждет их там на этом турнире? Я уверен, я верю в их победу. Вот, они должны выиграть, потому что такие тренировки у них в зале были. В двойку они должны в меня попасть. Существует 3 основных приема, которые мы с вами подробно рассмотрим. Борьба крюком. Перед стартом плотно прижмите плечо и локоть к груди. По команде рефери сразу согните кисть ладони к себе и подтяните, уменьшая угол в локтевом суставе. Если все это вам удалось сделать, смело валите соперника, он находится в невыгодном положении. Во время всего движения следует держать локоть плотно прижатым к корпусу и боритесь всем телом, а не только рукой. Этот метод популярен среди соревнующихся с развитым бицепсом. В этом способе нужно согнуть запястье соперника так, чтобы ваша кисть оказалась выше. Разогните пальцы на руке соперника, выведите свое запястье выше и валите противника. Такой метод чаще используют атлеты, у которых длинные предплечья. Борьба в бок. Атлет стремится, не изменяя угол, боковым усилием уложить соперника. Роль пальцев при этом почти полностью отсутствует. При борьбе в бок решающую роль играет сила и скорость атлета. Обычно этот метод применяется при связанных руках. Важно при старте не дать сопернику закрутить вашу кисть. Армрестлинг – спорт для всех. Самое большое преимущество армрестлинга как вида спорта заключается в том, что этот спорт для всех без исключения. Армрестлинг не является олимпийским видом спорта, но при этом имеет огромную армию поклонников, в том числе и в нашей республике. А повсеместное открытие секций и специализированных залов для армспорта позволяет пополнить ряды профессиональных рукоборцев Ингушетии. Как только я узнал, что этот зал открылся, я пришел сюда просто покачаться для себя. Потом увидел, что здесь занимаются армрестлингом парни, и заинтересовался этим спортом. Другими видами спорта какими-нибудь занимался или сейчас занимаешься параллельно? Да, занимался боксом, занимался дзюдо. Но этот вид спорта, армрестлинг, мне нравится больше всех. Почему ты решил, что этот вид спорта тебе так хорошо подходит? Почему ты решил, что это твое? По-моему, это самый честный вид спорта. Лучшие выигрывают, слабые проигрывают. Я советую всем парням найти и
позаниматься этим видом спорта, армрестлингом, показать себя. Найдете, что это ваш спорт, вид. Занятия армрестлингом укрепляют ваши суставы и связки, их жесткость решает, кто победит в поединке. У вашей руки будет настоящая железная хватка. В этом спорте множество упражнений направлено на развитие силы хвата. Занимаясь армрестлингом, вы увеличите скорость, взрывную силу и быстроту реакции. А также армрестлинг закалит ваш характер, вы сумеете терпеть и не сдаваться в трудную минуту. Чтобы не дать побороть себя, техникой в крюк спортсмены укрепляют запястья, чтобы эффективно сопротивляться загибу кисти. И тянуть руку на себя, пытаясь увеличить угол в локтевом суставе у соперника. Особое внимание следует уделить укреплению связок. Для этого вам нужно применять упражнения с использованием изометрического напряжения, удержание груза пальцами, вис на перекладине с согнутыми руками, удерживание тяжелой гантели на бицепс. Но тренировки перед соревнованиями определенно отличаются от тех, что выполняются в неподготовительном цикле. Мы с вами сейчас наблюдаем последние штрихи на заключительном этапе подготовки перед Кавказскими играми нашего титулованного рукоборца Якупа Малороева. В этот период подготовки важно правильно выполнять каждое упражнение, даже за счет снижения веса на том или ином оборудовании. Движения отдельных мышц в углах должны быть максимально сокращены, и каждое движение должно напоминать движение руки противника за столом. Подготовка идет полным ходом на Кавказские игры, ближайшие Кавказские игры уже 5 октября в Грозном. Уже завершающий этап подготовки. 10 дней, 10 осталось уже тренироваться, и потом отдых. Что для тебя эти Кавказские игры и почему для тебя так важно принять там участие? Это я представляю республику, и это важно и для меня, и для спорта в общем. Там общий зачет будет, и другие виды тоже есть в Кавказских играх. Для набора очков и так победа там важна. И там соперники тоже серьезные, с каждой республики по одному спортсмену в каждой весовой категории. И лучшие приедут по-любому. А можно ли назвать эти Кавказские игры для тебя лично некой подготовкой, подводкой к тому чемпионату мира, куда вы собираетесь в составе сборной России? Да, уже 5-го мы уже выступим на Кавказских играх. И даже отдохнуть уже времени нету. Сразу через дней 5-6. 12-го у нас уже в Турции чемпионат мира проходит, 12 октября. Что ты ожидаешь от этого чемпионата мира и на что нам рассчитывать? На чемпионат мира это самые лучшие туда приходят. Чемпионат мира все-таки. Раньше, в 2016 году я выигрывал именно в этой весовой категории. И в 2017 году по обстоятельствам я не поехал из-за травм. И сейчас там уже новые чемпионы. Я по-любому там фаворит. Посмотрим в 2018 году, в этом году, что получится. Почему ты так упорно следуешь по этому пути армрестлера, несмотря на то, что произошел несчастный случай, который на 2 года тебя откинул от профессионального участия? Почему ты все еще в этой теме спорта? Что движет тобой? С детства я интересовался этим видом спорта и трудился, в общем, и не хотел пока оставить спорт, так как силы еще есть. И на Россию отобрался и подумал, почему не поехать на чемпионат мира, могу же выиграть. Армрестлинг по сравнению со многими другими силовыми дисциплинами весьма суровый спорт. Жестокие, изнуряющие тренировки закалят ваш характер и научат не сдаваться на половине пути. Здесь недостаточно иметь большие мышцы, нужно сделать железные связки. Если вы твердо решили обладать стальными руками и бороться с сильными соперниками, этот спорт для вас. На сегодняшний день Россия – одна из лидирующих стран мирового армрестлинга, и ингушские рукоборцы вносят в это свой вклад. И уже на ближайшем чемпионате мира мы с вами станем свидетелями, как наши атлеты согнут руки всех своих соперников и в очередной раз докажут свое превосходство.